Рад вас видеть всех. Добро пожаловать на воскресное богослужение в церковь Краеугольный камень города Якутска. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Мы помолимся, благословим это собрание. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за этот чудесный воскресный день, за солнце, за мирное небо над нами, над нашим городом. Господи, мы просим Тебя, благослови наше собрание, касайся людей, говори в наши сердца. Мы ищем Твоего водительства, Господи. И мы здесь для того, чтобы прославить Тебя, поклоняться Тебе и слышать от Тебя. Мы отдаем это собрание в Твои руки, Господи, и мы ожидаем от Тебя. Ожидаем, что Ты будешь говорить в сердца людей. Господи, у каждого у нас есть нужды, у каждого есть какие-то вопросы, Господи, и Ты источник всего для нас, источник знаний, источник силы. Мы уповаем на Тебя, надеемся на Тебя, и мы славим Тебя. Прими эту хвалу, Господи. И весь Божий народ сказал: аминь. Давайте мы Господа прославим. Каждое утро изливается Твоя благодать. Каждое утро обновляется Твоя благодать. Каждое утро открываюсь я навстречу Тебе. О мой Бог, каждое утро обновляется Твоя благодать. Каждое утро Ты даруешь силы жить и любить. Каждое утро Ты даруешь силы жить и любить. Каждое утро я иду навстречу новому дню. О мой Бог, каждое утро Ты даруешь силы жить и любить. Принимаем Твою благодать на этот день, на наши души. Принимаем Твою благодать на эту жизнь. Ты нам так нужен. Принимаем Твою благодать на этот день, на наши души. Принимаем Твою благодать на эту жизнь.
Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать, которая изливается на нас в каждом дне. Спасибо, Господь. Напои меня живою водой, утоли жажду мою. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды Твои. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды Твои. Напои меня живою водой, утоли жажду мою. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды Твои. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды Твои. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. 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 Ты источник жизни моей, у Тебя живая вода, океан Божьей любви с избытком. Наполни меня, океан Божьей любви с избытком. Наполни меня. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. 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 Напои меня живою водой, утоли жажду мою. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды Твои. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды Твои. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. 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 Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя, слава и хвала только Тебе. Спасибо, Господь. Напои сердца жаждущие, Иисус, ибо Ты велик. Ты видишь сердце, Ты знаешь мысли. Я Тебе отдаю не мои. Прощен и свободен, и верю всем сердцем, что лучшее еще впереди. Знаю я, Ты со мной.
все вместе. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое звучит и поет лишь для тебя, лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое звучит и поет лишь для тебя. Ты не оставишь, ты не покинешь, если мир мне объявит войну. Стрелы расплавишь, скалы раздвинешь, только руку к тебе протяну. Знаю я, ты со мною поднимаешь, если падаю я. Всей душой я с тобою, твоя милость восхищает меня. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя, лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя, лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя, лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя, лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Только для Тебя, Господь. Каждый день нашей жизни мы посвящаем Тебе, наш Бог. Благодарю Тебя, что Ты с нами в каждом дне, и Ты никогда не оставишь, Иисус. Бог, Ты здесь, Ты среди нас, Господь. Склоняюсь я перед Тобой. Бог, Ты здесь, Ты ходишь среди нас. Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, Ты среди нас, Господь. Склоняюсь я перед Тобой. Бог, Ты здесь, Ты ходишь среди нас. Тебе хвала, Тебе хвала. Бог,
Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Бог, ты здесь, касаешься сердец, тебе хвала, тебе хвала. Бог, ты здесь, ты исцеляешь нас, тебе хвала, тебе хвала. Бог, ты здесь, ты меняешь нас, тебе хвала, тебе хвала. Бог, ты здесь, чтоб судьбы изменить, тебе хвала, тебе хвала. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Если трудно идти, мне ты рядом. Если трудно дышать, мне ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Если трудно идти, мне ты рядом. Если трудно дышать, мне ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Если трудно идти, мне ты рядом. Если трудно дышать, мне ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Если трудно идти, мне ты рядом. Если трудно дышать, мне ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. 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 Спасибо, Господь, что Ты наш такой удивительный Бог, который никогда не оставит, не покинет, который всегда рядом, чтобы поддержать, утешить, даст надежду, утешение. Спасибо Тебе, наш Бог.
красотой. Жизнь отдаю тебе, прославься, Господь, во мне. Мой Господь, Ты вечный, Ты один прекрасный, несравненный Бог мой, только Ты. Ничто не отлучит меня от любви Твоей, только Ты, Господь, Спаситель мой. Спаситель мой.
Аллилуйя. Господи, благодарим Тебя за милость Твою, благодать, за то, что Ты великий Бог, Ты Творец всего. Ты создал эту небо и землю, Господи. И Ты достоин, достоин всей хвалы. Господи, прямо сейчас мы обращаемся к Тебе, и мы просим Тебя, Господи, благослови каждого человека, который находится в этом зале. Господь, благослови всех людей в нашей церкви, кто отсутствует по каким-то причинам, где бы они ни находились, Господи. Мы всегда уповаем на Тебя, и мы ожидаем, что Ты будешь говорить в нашу жизнь и будешь вести нас, Господи. Мы провозглашаем защиту над каждым членом нашей церкви, над каждым человеком, который ходит в нашу церковь, даже если его сейчас нет здесь, Господи. Мы просим Тебя, Господи, пусть Твоя рука будет над нами, уберегая нас от зла во все дни нашей жизни, Господи. Пусть Твоя рука, она ведет нас по жизни, Господи. Говори в наши сердца, дай нам слышать голос Твой, Господи. Мы не хотим быть своевольными, но хотим исполнять Твою волю, Господи. Хотим руководствоваться в принятии решений Твоим голосом, Твоей волей, Господь. Господи, мы просим Тебя за все церкви в нашей республике, в нашем городе и в нашей стране, Господи. У Тебя одна церковь, много поместных общин. Дай каждой общине, Господь, войти в Твое призвание. То, к чему Ты побуждаешь, Господи. Есть какая-то особенность, какое-то особенное помазание для каждой поместной общины. Господи, благослови всех пасторов, всех лидеров. Господи, благослови всех христиан, кто что-то делает, Господи, для распространения Царства Твоего, Господи. Мы просим Тебя, Господи, благослови их семьи. Благослови семьи всех верующих, Господь. Ты сказал, что потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. Мы просим Тебя, Господи, чтобы это было реальностью в нашей жизни, в жизни других церквей и во взаимоотношениях между всеми общинами, Господь. Чтобы была любовь, было единство, Господи. Ибо один Бог – это Ты. И мы не проповедуем какую-то церковь, мы не проповедуем деноминацию, но мы проповедуем Христа распятого. И мы приводим людей к Богу, мы приводим людей ко Христу. Господи, пусть для каждого это будет реальностью, Отец. Господи, мы просим Тебя также за наши светские начальства, за президента нашей страны, за президента нашей республики, за главу нашего города, Господи. Благослови их, как мы их сейчас благословляем. Господи, дай им мудрости в принятии решений. Поставь им, дай им таких помощников, которые действительно будут помогать. Господи, и дай им таких людей, которые бы также свидетельствовали им, и чтобы они приняли Тебя, приняли жизнь. Но что бы они ни делали, Господь, благослови их на то, чтобы они меняли жизнь людей к лучшему. Чтобы они выполняли свои обязанности, Господи, делали свою работу и делали ее хорошо, Господь. Благослови их. Аллилуйя. И весь Божий народ сказал: аминь. Слава Богу. Еще раз я рад вас всех приветствовать. И давайте мы возьмем пару минут буквально. У нас опять есть люди, которых мы давно не видели. Кто-то откуда-то появился, приехал откуда-то. Еще раз вот Машу хочу поприветствовать. Так давно мы ее не видели. Соскучились уже. Давайте мы подойдем к кому-то. Кого вы давно не видели? Скажите что-нибудь хорошее. Благословите. Улыбнитесь просто.
И пока мы продолжаем, приветствуем друг друга, давайте мы детей сюда позовем. Дети, выходите, пожалуйста, перед сценой. Вы знаете, что на каждом собрании мы благословляем детей. Сегодняшний день у нас не исключение. Что, найдем? Да, и можно снизу тоже детей позвать. Все здесь должны быть. Да, хорошо. И я хочу попросить нашего брата Владимира помолиться, благословить. Давайте мы с ним соединимся в молитве и благословим детей. Аллилуйя. Все дети собрались. Аллилуйя. Спасибо тебе, наш Господь, за то, что мы можем собраться здесь, за то, что у нас есть такие замечательные цветы. Еще раз. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за чудесных детей, которых ты нам даешь. Дай нам мудрости, правильно их воспитывать, хранить. И просим Тебя, Господь, пусть Твоя рука будет всегда над ними, хранит их, ведет, направляет. Также, Господь, благослови всех людей, которые окружают их, чтобы не было никакого отрицательного влияния. Пусть, Господь, будет только положительное влияние на наших детей. Давно не работал с микрофоном. Аллилуйя. Также просим Тебя, Господь, хранить их на всех путях. Пусть будет защита Твоя. Пошли ангелов своих, чтобы они охраняли их. Также, Господь, благослови память наших детей, чтобы они хорошо учились, воспринимали все хорошо. Запоминали все положительное во имя Иисуса. Аллилуйя. Также, Господь, благослови всех родителей во имя Иисуса. Потому что, Господь, они основа, защита основная наших детей. Аминь. Сколько? Первый раз? Вы первый раз в церковь или первый раз вынесли его? Вы же уже были в церкви. У нас не были ни разу. Ничего, можно мы помолимся за него? За нее. Как зовут? Просто вот у нас ребята, я не знаю, первый раз мы их не видели, и по виду просто видно, что тоже, наверное, первый раз человек вышел в свет, или вышла, один из первых разов. Зовут София. Давайте мы помолимся, такой уникальный шанс, благословим ребенка. Да, мама, папа. Кирилл, Сардана и их дочка София. Давайте мы благословим семью и за ребенка тоже помолимся. Хорошо? Аллилуйя, Господи. Мы благодарим Тебя за эту семью, Господи. Благодарим за этого чудесного ребенка, Господь. Благодарим за эту чудесную девочку, за Софию. Мы просим Тебя, Господи, благослови ее, как мы ее благословляем. Господь, всяким Твоим благословением. Господь, пусть Твоя рука будет над ней, уберегая ее во все дни ее жизни, Господь. Благослови ее. Благослови ее судьбу, Господь. Принятие ее решений, Господи. Ее родителей, Господи. Мы просим Тебя, благослови будущего мужа ее, Господи, ее будущих детей, Господь. Пусть они все будут надеждой и опорой ей, Господь. Пусть будут приносить ей радость, Господи. И мы просим Тебя также, Господи, в свое время пусть она примет правильное решение. Она примет Тебя, выберет жизнь, Господь. И что бы она ни делала, Господь, пусть все у нее получается, Господь. Пусть во всем пусть сопутствует успех, Господь. Благословляй ее, Отец. Дай ей хороших друзей. И благослови родителей, Господи. Чтобы они имели правильное понимание, как воспитывать, как оберегать. Пусть вырастет большая, красивая, здоровая, полная сил, Господь. И благослови ее будущую профессию также. Ее умственное, духовное, душевное развитие. Во имя Иисуса. Пусть будет так. Аминь. Просто благословляем. Аллилуйя. Присаживайтесь. Давненько не виделись со многими. Рад вас видеть еще раз. У нас наступило лето.
тепло относительно. Сегодня, говорят, самый жаркий день. Обещают 28, да, вроде? Вы знаете, я рад, что у нас не так сильно жарко, как я вспоминаю прошлый год. И позапрошлый год было гораздо теплее. Дым от пожаров, кто помнит. Но Бог благ. Сейчас у нас ясное небо, достаточно тепло, но не жарко. Слава Богу! И кто помнит, на прошлом собрании, в прошлое воскресенье, у нас был праздник Пятидесятницы. То есть это день рождения церкви, можно сказать. День сошествия Духа Святого на землю, вы помните. И мы говорили об этом. И эти события, они описаны во 2 главе книги Деяний. Вы помните, да, что сначала ученики, на них сошел Дух Святой, они начали говорить иными языками. После этого большая толпа людей, сколько? Кто помнит цифру? Около 3000, да? Были также рождены свыше, приняли крещение, ученики их сразу крестили. Я просто вам хочу напомнить, освежить память. Потому что то, что мы будем говорить сегодня, оно взаимосвязано с этим. И будем больше читать даже до этого события, наверное, из 1 главы книги Деяний, но тем не менее. И вообще проповедь называется, знаете, я долго думал, как назвать, и один из рабочих вариантов был такой: «Ждите обещанного». Ну как-то, чего ждать, кого ждать, если вот так, ну кто Писание читал, наверное, понимает, сразу поймет, но тем не менее. И знаете, у меня потом пришло такое скромное название: «Самое важное для церкви». Да, и мне кажется, что это самое важное. Поэтому я даже не знаю, насколько можно вообще подчеркнуть важность этого, но тем не менее. И давайте мы начнем с такого места Писания. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. На прошлом собрании мы к нему обращались. И Иисус, Он говорит Петру. Вы помните, да, перед этим Иисус, Он спрашивал учеников: «Вы за кого меня почитаете?» И Петр, он встает и говорит, что «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус ему отвечает: «Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть вот на том откровении, которое получил Петр, что ты Христос, Сын Бога Живого, то есть ты тот самый Спаситель, вот на этом откровении я построю церковь мою. Вы помните, я не буду вдаваться, что есть два варианта. На прошлой проповеди мы об этом говорили, да, как люди трактуют, но именно на этом откровении, которое было у Петра, он говорит, что я создам церковь мою. И на самом деле Иисус пришел на землю для того, чтобы совершить две вещи. Первое – это спасти всех погибающих, всех заблудших. И вторая – это создать свою церковь. Вы понимаете, да? То есть вот глобальные задачи. Первое – он пришел как спаситель и для того, чтобы создать церковь. И немножко такое основание заложу, сразу не перейду к основной мысли, но я хочу освежить вам многие вещи, да, что та церковь, которую Иисус, Он пришел основать, Он пришел построить, это кто? Это мы, да? Покажи вот так. И вот так. Это ты, я, это сосед или соседка. Это мы. Иисус, Он пришел для того, чтобы спасти грешных людей, таких как ты и я, и построить церковь, из них создать церковь, которую даже врата ада не одолеют. Давайте мы посмотрим первое послание Петра, 2 глава, 5 стих. Петр говорит здесь ранним христианам: «И сами, как живые камни», «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство
святое. Мы храм Духа. Мы теперь Божий храм. Из себя, как живые камни, стройте. Мы есть церковь. И Иисус, Он умер за нас, за церковь, для того, чтобы мы, как живые камни, созидали ее, да, строили ее. Потому что вот это здание, другие храмы, других конфессий, которые вы видите, ну, это здание. И называют его храм, но церковь есть люди, да, есть. Вы понимаете, да, еще, просто хочу еще раз напомнить. Это не здание, но церковь это ты и я. И давайте посмотрим, Ефесянам 5 глава, 25 стих. Насколько вообще важна церковь. Здесь говорилось про другое, но подчеркивается важность церкви. Здесь говорится про мужей, которые должны любить своих жен, да. Мужья, любите своих жен, но внимание, в пример что ставится? Как Христос возлюбил церковь и предал, то есть отдал себя за нее. Иисус Христос, Он умер за церковь. И здесь Он говорит, что да, мужья, любите так же. Готовы жизнь отдать за жену свою, да, как Христос, Он умер за свою церковь, отдал себя за нее. И я вам сказал, что я как бы, основание такое закладываю немножко, чтобы нам освежить, все вспомнить. И это то, о чем, вот знаете, Лука, он писал в книге Деяний. Давайте мы откроем книгу Деяний, 1 глава, 1 и 2 стих. И здесь начинается. Лука пишет: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал». Здесь Лука, он говорит, что до этого я написал вот ту книгу Феофилу, первая. Это что? Это Евангелие от Луки, которое было. Он говорит, что я эту книгу написал и тебе вот описывал всю жизнь Иисуса. Как Он родился, что Он делал, как Он ходил, что происходило. И я думаю, что Лука, он провел очень много исследований. Он ходил, он разговаривал с людьми. Не знаю, как сказать, брал у них интервью. Он записывал, потому что, почему? Потому что Лука, он не был свидетелем, в отличие от Иоанна, Марка и Матвея, которые были с Иисусом, и они сами все это засвидетельствовали. Лука, он не был свидетелем, он не был среди учеников, да, и он потом ходил, опрашивал и записывал. И здесь он пишет своему другу Феофилу, да, что вот я тебе написал эту книгу и расписал все, в чем состояла жизнь и служение Иисуса Христа от Его рождения и до Его смерти. Но потом Бог побудил Луку написать еще одну книгу. И вот мы сейчас из нее читали, это книга «Деяний апостолов». Да, то есть все те события, которые происходили после, если смотреть в хронологическом порядке, то есть у нас Евангелие, и потом вот после вознесения, после смерти, воскрешения и вознесения Иисуса, что происходило. И интересная вещь, вообще книга называется «Деяния» или «Деяния апостолов», но я слышал такой еще вариант «Деяния Святого Духа». И, может быть, я немножко вперед забегаю, но сейчас мы разберемся, почему это так. И Лука, он хотел написать, каким образом Иисус, он собирался достичь своих целей, для чего он пришел. То есть мы сказали, он пришел для того, чтобы спасти людей, и мы знаем, свою часть он сделал. Он умер, он воскрес, он победил смерть, он победил грех. И дальше он говорит, что на этом камне, вот на этом откровении, что я есть Спаситель, я есть Христос, я создам церковь мою. Каким образом это воплощалось? Он взял 12 учеников, которые ходили, научались, видели все, что он делал, были свидетелями ему. И вот он говорит, что вы будете мне свидетелями
до края земли, да? И вопрос, что значит быть свидетелем? Свидетель – это то, что ты видел, то, что ты пережил, то, что ты сам, ты можешь засвидетельствовать. Ты не какие-то басни рассказываешь. Мне двоюродная сестра брата жены рассказывала. Не, вот это не свидетельство. Свидетельство, когда я пережил, я видел, и вот я могу засвидетельствовать, потому что я был очевидцем, да? Со свидетельством мы разобрались, да? Итак, две цели у Иисуса: спасти и основать церковь, построить церковь. Почему это так важно? Почему я вот как бы вроде какие-то прописные истины сейчас вот толдычу и постоянно говорю и так много времени этому уделяю? Я верю, что это важно, потому что если церковь, она не делает самым главным приоритетом для себя это спасение людей и созидание церкви, то тогда она не подчиняется тому, что заповедовал и сказал нам делать Христос. Так легко впасть в какие-то, благие дела. Мы можем делать что-то хорошее, и мы призваны делать хорошее. Мы призваны служить людям и делать благие вещи. Но если в конечном итоге это все не служит к распространению благой вести, если все это в конечном итоге не указывает на Христа, что-то не так с нашим служением, с нашей теологией или вообще с чем-то, вы понимаете? Потому что конечная цель, у церкви одно единственное поручение великое, которое Иисус, Он сказал церкви. Для чего Он вообще создал церковь? Он сказал в Матфея 16 глава, сейчас не будем открывать, великое поручение, там с 20 стиха, по-моему. Он говорит, что идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Нам нужно быть свидетелями здесь, он говорит, да? Пойти и научить народы. Одно великое поручение. Мы проповедуем Христа распятого. Мы приводим людей ко Христу. Если церковь занимается чем-то другим, она занимается тем, чем ей не поручил Иисус. То есть, если это в конечном итоге туда не приводит. Потому что так модно сейчас у церквей, знаете, они могут и за какие-то хорошие вещи бороться. Против абортов. Это вообще от Бога, да, нормально. Но это не конечная цель. Вы понимаете? Можно еще кормить голодных и так далее. Классные служения, все. Но если мы в конце как-то не подводим людей к тому, что мы церковь, что мы служим Богу, и что Бог, Он умер за вас, если ты не говоришь, как-то нет, это классные дела. Мы служим людям, и они от голода не умирают, и так далее, и так далее. Но это не то, к чему мы призваны, вы понимаете. Еще раз, я не умаляю всех этих служений, но я призываю сфокусироваться на том, что есть главная цель. То, для чего мы призваны. Все остальное, что мы делаем, оно служит для того, чтобы служить этой главной цели. Для того, чтобы распространять Евангелие, для того, чтобы строить Его церковь, для того, чтобы проповедовать народам. Любое какое-то деяние в конечном итоге, оно должно вносить какую-то лепту, какой-то камушек для созидания вот этой цели. Вы понимаете? Я надеюсь, меня все правильно поняли. В смысле, еще раз, я не умаляю каких-то служений, не пренебрегаю. Мы должны это делать, да. Но мы должны помнить, что главная цель. Аминь. Каким образом вообще вот Иисус, Он планировал воплотить вот это? То есть Он свою часть сделал. Он пришел как Бог, как человек. Он прошел все поприще, все испытания, которые были Ему даны. Он умер, воскрес, оставил учеников и ушел. Дальше-то как Он собирался строить церковь? И есть такая притча, что Иисус, Он пришел на небо, Его встречает архангел Гавриил и спрашивает Его: Иисус, какой у тебя план? Ты сказал, что ты создашь церковь свою,
Как ты ее создашь? Он говорит, ну я там оставил Марка, там, Петра, Иоанна, Марфу, Марию, ну и так далее. И сказал им, чтобы они свидетельствовали то, что они видели, чтобы они распространяли Евангелие. И они расскажут своим знакомым, своим друзьям, тех людей, которые они встретят, те в свою очередь расскажут другим, знакомым, друзьям. И так, пока весь мир об этом не узнает и весь мир не спасется. Кто-то примет, кто-то не примет. И Гавриил задает ему вопрос, а что если Петр там будет слишком занят своими сетями, там пойдет опять рыбу ловить. Марфа, как обычно, она там на кухне, по дому, за делами домашними, и будет не так усердно в распространении. И как-то все это потихонечку заглохнет. Есть у тебя какой-то запасной план, если вдруг люди не оправдают твоих надежд? Иисус ему говорит, никакого другого запасного плана у меня нет. Что я хочу сказать? Церковь, ради которой, за которую умер Иисус и которую Он основал, она только в том случае преуспеет, если Его последователи, то есть это ты и я. Так, покажи. Да, вот так. Не так, а вот так. Если мы будем делать свою часть, запасного плана нету. Скажи, я запасной план. Иисус, Он полагает, то есть вы понимаете, что тогда, что сейчас, люди, они одни и те же. Каждому свое время. И каждый должен делать свою часть в свое время. И в тот момент, когда это истина, но это не вся еще истина, это еще не вся правда. Иисус сказал, да, мы читали в Матвея, что великое поручение, которое Он дал, идите и научите все народы. И вот Иисус, Он вознесся, но перед этим Он еще им кое-что сказал. Давайте мы посмотрим. Деяния 1 глава, 4 стих. До того, как Иисус ушел. И собрав их, Он повелел им, то есть ученикам. Вот Он уже, вот Он воскрес, Он возносится на небо, Он уже все, чему можно, научил, все, что можно, дал. Все сказал, что нужно идти и научить все народы, и проповедовать, и быть свидетелями. И смотрите, последнее наставление. Он собрал их и говорит. И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима. Никуда не уходите, будьте в Иерусалиме. Но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. О чем Он говорит? Чего ждать? Зачем там сидеть? Если ты сказал, да? Куда-то идти и проповедовать. Он говорит здесь про Святого Духа. Это то, что случилось на Пятидесятницу. Никуда не уходите, будьте в Иерусалиме, ждите. Придет Дух Святой, да? Почему? Зачем так Он сказал? Смотрите, внимание, очень важно вообще. Потому что весь смысл, вся суть, вот, как бы, да, она в этом. Если ты хочешь быть успешным, в том задании, в том поручении, которое Иисус сказал, что идите и научите все народы, что будьте свидетелями мне до края земли, если ты хочешь это воплотить, то это непреложная часть, это обязательная вещь. Ты должен иметь Духа Святого, да? Это ключевая вещь, Дух. Давайте мы посмотрим. Деяния 1 глава, 8 стих, что он говорит. Для чего ждать? Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. То есть, что здесь говорит Иисус? Да, церковь будет построена на таких людях, или из таких людей, как Петр, Мария, Марфа, ты, я и так далее. Она будет построена из таких людей. Но эти люди, они будут делать то, что им сказал делать Иисус, потому что Дух Божий будет работать в нас. Еще раз, вот деяния апостолов, иногда ее называют деяния Духа Святого.
книга. И о чем здесь Иисус, Он говорит? Почему это важно? Первое. Зачем нам принимать Духа вообще? Зачем? Что? Потому что первое самое это, у вас будет сила. Вы примете силу для того, чтобы это вообще все делать. А второе, вы будете свидетелями тогда. Еще раз, свидетель это тот, который пережил сам и может засвидетельствовать из того, что он видел, или из личного опыта. Если ты делаешь пересказ событий из жизни другого человека, то это не свидетельство. Это то, что тебе кто-то рассказал, или ты слышал об этом. Но если ты хочешь быть свидетелем, ты должен иметь Духа и иметь силу. Еще раз. Давайте начнем. Вот 2 пункта он говорит здесь, да, что примите силу и будете мне свидетелями. Что значит примите силу? Дух Святой должен быть вовлечен напрямую. Это необходимая часть для того, чтобы строить церковь. Вы согласны? Без Духа церковь, она не будет иметь успеха. Еще раз. По Божьим стандартам. Потому что вы понимаете, что церковь, например, в таком мегаполисе, как Москва, и церковь где-нибудь в какой-нибудь деревне, в Улусе, ну или, например, вот у нас в Сунтарах, вот сестра из Сунтар. Но там помимо этого есть еще поселки. Сунтары может казаться мегаполисом. Есть маленькие деревни там на несколько дворов. И там, например, собирается община, там есть церковь. Понятно, что несколько разные критерии, даже по мирским понятиям будут для этих церквей. Для московской церкви и для деревенской церкви. Да? Но суть-то не в этом. И для того, чтобы быть успешной по Божьим меркам, нужно иметь Духа. Если ты не имеешь Духа, иначе что это будет? Это будет какая-то организация. Она может быть успешной, может быть неуспешной, может быть успешной по внешним признакам, которые приняты у людей. То есть там могут быть зажигательные проповедники, там могут быть многотысячные собрания. Но без Духа это, я не знаю, что это. Какая-то мотивирующаяся организация, там, я не знаю. Вы понимаете, что тот самый Дух Святой, который был в первой церкви, в ранней, он сейчас тот же самый Дух здесь сейчас, в церкви. И если церковь, она хочет преуспеть в этом великом поручении, распространять Евангелие до краев земли и быть свидетелями, крестить, то нам нужен Дух, нам нужна Его сила. Потому что если Духа нет в церкви, нет Божьей силы. Там может быть человеческая сила, там может быть человеческая мудрость, может быть все что угодно, но Божьей силы там нет. Вы понимаете? Кто помнит, у нас как-то зимой в Якутске случилась авария на ГРЭС. Уже давненько. Кто помнит? Кто застал, кто был свидетелем? Я не знаю, как вы. Я реально испугался. То есть на улице была зима, 40 с лишним градусов, туманы стояли, и ты едешь, и город во тьме. Единственный такой небольшой островок был, это в районе ТЭЦ. То есть там своя электрогенерация, и там, знаете, как это... Но я сразу начал вычислять, я понял, что что-то серьезное. Все знакомые, которые работали на ГРЭСе, говорят, никто трубки не берет, никому дозвониться не это. Самые ласковые слова это «пошел ты». Как бы и никто вообще не это. Ясно, что все плохо. И у меня еще родственники, там тесть, он работал в МУП «Теплоэнергия». Я знал, в каком состоянии котельные в городе, и что там на все котельные у нас, по-моему, 2 было электрогенератора. Ну, то есть все насосы и так далее, это все, ну, оно не работает, вы понимаете, без электричества. Более того, да, я сразу начал думать, так, нужно ехать туда, где есть печка. Поеду на дачу,
там, ну, можно затопить, как бы утеплить что-то, потому что мы жили в КПД, ну, зимой в КПД как бы без отопления там долго не высидишь. Даже если буржуйку поставишь, думаю, есть еще подождать, когда начнет замерзать, слить воду с батарей, пойти там, если что, просто отпилить ее или задвижку какую-то найти, ну, чтобы не разморозить дом. Собрать всех и уехать туда. И потом до меня начинает доходить, что я даже заправиться не могу, потому что заправки не работают. Потому что все заправки, там стоят электронасосы. А у меня машина, УАЗик был, который зимой бензин просто пьет. Там, я не знаю, как выливать его ведром куда-то. То есть я так понимаю, что мне надолго тоже не хватит. У меня там сколько-то там, чуть больше бака, там 2 бака в УАЗике. У меня там один полный, один там чуть-чуть еще. Думаю, до вечера хватит туда, обратно мне уже не хватит приехать. И самое удивительное, знаешь, ты забегаешь в магазин, пытаешься что-то купить, свечки, фонарики, батарейки. Люди тебе говорят, мы не можем ничего продать, потому что у нас кассы не работают. Ну тогда еще наличкой можно было, и как-то это, мы не можем внести записи. Что я пытаюсь донести? Смотрите, вот для жизнедеятельности человеческой вообще, насколько необходима сила электрической энергии. Вообще, энергия как бы ключ ко многим вещам, особенно у нас на севере, особенно зимой. Ну то есть можно сейчас и после этих событий, знаете, многие обзавелись генераторами, поставили источники бесперебойного питания, но это все такое, знаете, ну на 3 часа тебе хватит, связь у тебя будет работать, если свет вырубит, потому что возле каждой подстанции есть источники бесперебойного питания, какое-то время они будут тянуть. Даже если там есть генераторы, они чуть дольше проработают, но в конечном итоге бесперебойники сядут, солярка закончится и все. Оно все умрет. Также без этой силы нормальной жизнедеятельности нету. Можно чего-то пыжиться, да, вот эти батареечки ставить, что-то там менять. Насколько этого хватит? Особо не хватит. Я не знаю, насколько удачная параллель, но если нет Духа Святого, если нет этой силы в церкви, то нормальной жизнедеятельности не может быть. Невозможно ничего делать. Можно там лепить генераторы какие-то, батарейки куда-то и пытаться чего-то там продлить. Кто-то берет и там рукояткой крутит своей, физически там электричество вырабатывает. Вы понимаете, о чем я? Дух Божий дает вот эту силу, энергию для церкви, чтобы она делала то, для чего Бог ее задумал, для чего Он ее предназначил. Вы согласны? Но бывает, знаете, что церкви, они как-то совсем не так действуют. Иногда смотришь на церковь и думаешь, ну как-то они, как будто Дух Святой вообще никаких дел и не имеет к ним. Да, сами все нормально, все хорошо получается. Если церковь, она не молится по поводу тех планов, которые перед ней стоят, что делать? А что молиться-то? Иисус же сказал, идите там до краев земли. Внимание, здесь то же самое в личной жизни. Можно взять как церковь, но можно взять и для себя лично. Если ты не спрашиваешь Бога, если ты не ищешь Его воли, что мне делать, куда мне пойти, ты не руководствуешься вообще. Ты пренебрегаешь вот этой силой, ты пренебрегаешь этим Духом Божьим, который был послан для нас. Итак, первое, как будто они не молятся. Второе, не спрашивают вообще, какие служения, какую деятельность вообще разводить, какие цели, какие задачи. Может вообще спросить, Бог, а ты-то чего хочешь? Потому что у нас могут быть часто люди, они какие-то выглядят со стороны все классно, все замечательно. Вопрос, Бог-то этого хочет, нет? Или это какие-то твои амбиции, может быть? Хочу там чего-нибудь сделать, чтобы вот мне это так нравится, и я вот как бы там себя найду это. Еще раз, я сейчас как бы вообще говорю,
И не про нашу церковь. И не потому что... Ладно, я потом это скажу. И третье, знаете, часто бывает, когда смотришь вот на церковь, ну, не знаю, может быть, со стороны так кажется, но бывает, верующие, они действуют так, как будто, да нам и не нужна Божья помощь, у нас вообще все хорошо. У нас бюджет Газпром позавидует. У нас там здания, собрания, и мы там несколько зданий в городе, например, там, и да все нормально. И на бывшем постсоветском пространстве, не в России, может быть, в России такое тоже было, есть примеры таких церквей, которые, знаете, по всем меркам, вау, такое служение и так далее, и все заканчивалось, вообще все плохо. Когда лидеры, они уходили в грех, непонятно там, я даже касаться этого не хочу, наверное, ну, многие знаете, что стыдно говорить об этом, что творилось. А если так посмотреть и собрания большие и так далее, то и вопрос, был ли там Дух Святой? Ну, очевидно, что нет, если все так закончилось, да? Итак, смотрите, если церковь, она не полагается на Духа Святого, что тогда получается? Что остается? На что она тогда? Чем она движется? Чем она полагается? Может ли церковь существовать и не полагаться на Духа Святого? Да, может. Я видел такие церкви. На что она полагается? Чем она руководствуется? На мудрость человеческую, на какие-то успешные приемы менеджмента, которые в этом мире есть. Потому что, чтобы руководить какой-то организацией или управлять чем-то, да, ну, есть куча управленцев сейчас, которых можно нанять, и они такие классные идеи скажут вообще, как там, например, организовать какое-то служение, как вообще управлять, как построить работу с лидерами, как это все замотивировать и так далее. И я больше чем уверен, конечно, может. Она может, церковь, существовать и опираться на мудрость человеческую, может на хитрость человеческую опираться, на всякие такие вещи. Вы согласны, нет, со мной? Вы знаете, я такие интересные вещи вот вообще слышал. Ну, церкви же разные есть и бывают. Вот я вот просто слышал, в Америке, ну, давно уже было, не знаю, как сейчас, ну, наверное, тоже есть нечто подобное. Небольшие церкви, знаете, для того, чтобы как-то поднять популярность и людей как бы немного, и чтобы как-то замотивировать, знаете, кто-то, вот, например, они на каждое воскресенье вот, ну, устраивали раздачу ну, еды. Ну, не раздача, вот, знаете, есть такая вот, ну, грубо говоря, заказывали пиццу, вот мы, например, делаем это, ну, мы делаем сами, как бы для общения, а там прямо вот зазывали, придите, и каждый получит по пицце в конце собрания. То есть как мотивация такая, знаете, чтобы люди приходили. Либо я слышал еще одна церковь, знаете, они брали купюры в $5, ну, 400 рублей где-то, и несколько стульев, и под стулья прятали, как бы с обратной стороны прилепляли, и тоже как мотивация была. Приходи и найди сокровище. Хорошо это или плохо, вообще не мне судить. Я вам просто, да, как бы, ну, на что только люди как бы не это, да. Не, у нас нету, можете не искать. Хотя, я вот не уверен, мы как бы вот так стулья никогда не переворачивали. Но точно не прятали. Еще раз смотрите, что я пытаюсь донести. Я не говорю, что это плохо или хорошо, но что я хочу сказать. Если вот эти все трюки, если их так назвать, либо какая-то мудрость и так далее, если это становится заменой духу, вот тогда возникает проблема. Это все классно, если это идет параллельно. Если какие-то активности, еще раз, я не против менеджмента, это круто. Ну, какие-то управленческие технологии мирские и так далее. Но во главе должен стоять Дух Святой. Руководство Духом. А потом уже мы дополняем там чем-то, украшаем, но стержень он один. Каким образом нам тогда избежать того, чтобы вот не свалиться, чтобы не пренебрегать Духом? Что нам делать? Первое. Молиться.
Мы просим Бога о Его воле и в своей жизни, и в жизни церкви. Вы согласны со мной? Проси Бога для Его воли в твоей жизни. Что мне делать? Руководствуйся. Кто верит, что Бог, Он отвечает вообще на молитвы? Что Он может тебе сказать, например, делать что-то или не делать? А кто спрашивает? Ну, наверное, все спрашивали, но скажите, вот положа руку на сердце, ну, бывали такие ситуации? У меня бывало, я сразу, чтобы облегчить, чтобы вам легче было руку поднимать. У меня бывало такое, как бы там, да что там, как бы, все же очевидно, надо брать, пока дают. А потом чего-то сожалеешь. Когда какие-то важные решения в жизни, молись об этом, спрашивай, Господи, направь меня, убереги меня, если там, ну, от каких-то подводных камней и так далее. Разные случаи бывают, я сейчас не хочу, да, вдаваться в подробности. Даже по поводу расширения или каких-то вещей, знаете, ну, если что-то вот прямо очевидно, и оно легко, это не означает, что это как бы нужно хватать, брать и двигаться в этом. Но мы просим Бога для того, чтобы Он вел нас в силе Духа. Аминь. Итак, первое, молиться. Второе, мы работаем для того, чтобы у нас были плоды Духа. Если мы имеем Духа, если Он посреди нас, если Он в церкви, то у нас должны быть плоды Духа. Это же очевидно, да? И еще раз вернемся. Послание к Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Очень простые и легкие условия. Чтобы это понять, не нужно библейскую школу заканчивать. Или какое-то теологическое образование иметь. Здесь все описывается, что люди, водимые Духом, должны обращаться с другими, как вот здесь описано. И как ты, не только в церкви, но и в церкви в том числе, тем более, со своими домашними, с окружающими и в церкви, какие отношения должны быть, какой должен быть плод, что должно быть. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот без этих качеств, если этого нет в церкви, значит, церковь, она не может преуспеть для Христа. Она может существовать как организация, она может даже что-то делать, она может достигать каких-то целей, но во всю полноту она никогда не войдет. Вы понимаете? То есть это такой косвенный признак. Почему я так часто говорю о важности, и почему Иисус, Он подчеркивал это? Что в миру начальники, они господствуют, а у вас пусть так не будет. Кто хочет быть начальником, пусть будет слугою. И он говорит, что почитайте один другого превыше себя. Почему это важно? В том числе это перекликается, вы понимаете, да? Это вот оно, это плоды Духа. Это косвенный признак того, что в тебе есть Дух Святой. Что ты двигаешься Духом. А если у тебя противоположное, то значит что-то не то. И ты можешь раздавать все, что угодно, и прятать 5000-ную купюру под каждое сиденье. И бюджет будет такой, как я сказал, что Газпром позавидует. Евангелизации делать на Северном полюсе, и в Антарктиде, и во всей Африке. Толку только. Ефесянам 4 глава, 30-32 стих. Давайте посмотрим. «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Вот оскорбляйте, здесь вообще значение слова здесь, оно не огорчайте.
Ну, оскорбляйте даже еще, как бы, прямо такое-то. Но не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, то есть каким образом мы можем опечалить Духа, оскорбить Его? Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Если мы не огорчаем Духа, если мы не оскорбляем Его, если мы не позволяем горечи, гневу и так далее быть в церкви, если мы добры друг к другу, прощаем, почитаем друг друга, тогда, внимание, тогда Дух Святой будет активен в церкви. То есть ты можешь огорчать Духа, и его не будет в церкви. Если между братьями и сестрами во Христе в церкви распри, зависть, разногласия, и как там говорили, угрызаете там, и съедаете друг друга, это огорчает Духа, его там не будет. И поэтому я вот не побоюсь этого слова, я вообще рад вот нашей церковью. Потому что везде есть свои недостатки. Если очень сильно поискать, можно, если еще поименно пойти, так такого можно накопать на каждого. Но при всем при этом, и несмотря, и это не означает того, что споры и разногласия, они вообще должны отсутствовать. Да нет. Понятно, что что-то может быть, но как ты с этим обращаешься, и как ты позволяешь этому остаться, и носишь ли эту злобу, холишь или леешь. И вот почему я даже заметил, что сейчас мне мысль такая пришла. Я не хочу, не надо сразу на кого-то вот думать, но я вот просто вспоминаю людей, кто вот, я знаю, имели вот такое непрощение и так далее, и они не смогли оставаться. Они ушли куда-то. Когда вот там злоба была или еще что-то. Да потому что атмосфера, она другая. Ты чувствуешь себя просто не в своей тарелке. Вы понимаете, о чем я? Хочется найти себе подобных. Сесть и посплетничать уже от души так. Кости перемыть всем. Поэтому я рад, что несмотря на какие-то вещи, вот есть та атмосфера, есть тот фундамент. Понимаете? Слава Богу, поаплодируйте себе, молодцы. Слава Богу. Итак, первое, для чего Иисус, Он подправил свой дух, для того, чтобы в церкви была сила от Бога, да? А второе, для чего, то есть это то местописание, которое мы читали, вы помните в начале, для чего Иисус, Он отправил Духа, это чтобы сделать нас лучшими свидетелями, да? Будьте мне свидетелями. И еще раз я говорил, что свидетель – то, что ты пережил сам, то, что ты видел. Сейчас такой пример приведу интересный. Я разговаривал с одним пастором. Он, знаете, он такой был, язык у него подвешен. И не только подвешен, но он в Якутске бы снег нам мог продавать, наверное, зимой. Вот он настолько хорош. То есть он до того, как уверовал, он работал вот вообще в торговле. И мог впарить все, что хочешь. Знаете, как это... Человек пришел там, как в анекдоте, просто потому, что у него жена где-то там, непонятно, просто посмотреть в магазин. Купил там сначала удочку, лодку, мотор, уехал на машине с прицепом и так далее, и так далее. Вот до такой степени. И вот он рассказывал такую вот историю, что когда он покаялся, да, то есть вот представляете, вот он такой вот, он был очень, он работал в продажах, мог уговорить кого хочешь, и он стал пастором и ввел ячейку у себя. И вот пришли, домашнюю, пришли люди,
Даже еще просто со стороны. И он говорит, я их так взял, как бы, и там в первый вечер я им, короче, там они у меня и покаялись, и все там, и духом крестились, и чего там только, и все, и, говорит, и потом, говорит, они пропали, я их больше не видел. Как так? Почему? То есть он им продал все, и потом он говорит, что я понял, что я взял на себя часть работы Духа Святого. Я в смысле? И вот он поделился, знаете, таким местом, вот Евангелие от Иоанна, 16 глава, 8 стих. И здесь говорится о Духе Святом, что и Он, то есть Дух. Еще раз, это Евангелие от Иоанна, 16 глава, 8 стих. И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Есть та часть, которую мы должны делать как свидетели. Мы можем людям рассказать, что для меня значит Бог в моей жизни, засвидетельствовать, что лично у меня произошло, что я пережил, что Он для меня означает, лично для меня. Вот в этом заключается мое свидетельство. Но обличить во грехе, чтобы у человека возникло вот это вот чувство, понимание, что мне необходимо покаяться, вот эта часть, это работа Духа Святого. И ты можешь продать все, что угодно, уговорить и там его и покаять и так далее, но если это не искренне, если он там все, что угодно сделаю, лишь бы отвязался. Вы понимаете, да? У Духа Святого есть Его часть, Его работа. И у нас есть наша часть и наша работа. И наша работа – это свидетельствовать, а Дух Святой, Он обличает мир о грехе и о правде, и о том, что будет суд и так далее. А наша задача, наша работа, наша часть – это свидетельствовать. Еще раз, свидетельство – это… Я тебе могу рассказать, что Бог, Он для меня сделал. Я не могу тебя заставить принять Его. Не могу сделать так, чтобы у тебя все, нужно покаяться. Кто-то более искусный, кто-то менее искусный, кто-то может какие-то проповеди целые строить. Иногда это просто простое свидетельство. Вы знаете, как у нас вот есть вот Саша Пшенников. Сейчас они в отпуск уехали. И сейчас он как бы, редко появляется, но в свое время он не очень яркий спикер, если кто заметил. Как бы часто у него слова связать не может. Но в свое время так много людей через него пришли, я все время спрашивал, Господи, вообще как? Каким образом они вообще идут за ним? Я вот так вот смотрел со стороны, что-то тык-мык. Человек пришел в церковь, покаялся, остался. Как? Давайте мы посмотрим 1 Иоанна, 1 глава, 1-3 стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Иоанн, апостол, он был свидетелем первым, то есть он сам лично видел жизнь Иисуса, ходил с Ним, Его служение видел. И он делал то в точности, что должны делать ты и я. Он рассказывал то, что он видел. Он рассказывал то, что он пережил на своем опыте. Не какие-то сказки. Вы понимаете?
Все, что я хочу сказать, что если ты не осознаешь, если ты не знаешь, что же для тебя значит Иисус, или ты не можешь, как бы, не уверен, а что Он для тебя-то сделал в твоей жизни, у тебя нет никакого свидетельства. Тебе не о чем засвидетельствовать. Ты можешь рассказывать, пересказывать чьи-то истории. Но свидетельство, оно заключается в том, что пережил ты. И знаете, из моего опыта я вам могу сказать, это лучше всего работает. Когда ты говоришь с человеком, и ты делишься тем, что ты пережил, то, что было у тебя в жизни. Вот почему так эффективно свидетельство людей, которые, например, получили исцеление от чего-то. Во-первых, они говорят очень убедительно. Попробовать не быть там убедительным, да? И люди, они чувствуют эту уверенность. И они чувствуют, что человек говорит из своего опыта. Это не какие-то басни. Я пережил это на своем опыте. Но если ты не знаешь, что для тебя сделал Иисус, если тебе нечем поделиться, тебе нечего предложить остальным, другим. Если ты не знаешь, что Иисус значит для тебя и что Он сделал для тебя, тебе нужно сначала с собой разобраться, прежде чем идти и свидетельствовать что-то. Римлянам 10 глава, 14-15 стих. Павел пишет следующее. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Но как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Если я делаю свою часть, если я делаю свою работу, я там проповедую или я там делюсь своей верой, тогда я делаю работу Духа Святого, Его часть, гораздо легче для человека. То есть, кто еще расскажет, кто еще услышит? Бог, Он может обличать, и Он обличает, и Дух Святой, Он говорит в сердце человека, но он не понимает, что с ним происходит. И что делать с этим обличением? И нет мира в сердце. И вот здесь твоя часть, когда ты приходишь и говоришь, а вот у меня было так, и не было покоя. И там, вы понимаете, да? Вы помните, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим, что первое, Иисус, Он дает, Дух Святой дает силу, и второе, Он делает нас свидетелями. Лучшими, то есть то, как должно быть, как работает. После того, как ты поделился, ты рассказал свое свидетельство, Дух Святой, Он может обличить человека и сказать ему, что тебе нужно спасение, тебе нужно покаяние. Но Иисус, Он зависит, Он полагается на тебя и на меня, чтобы мы делились своей верой, чтобы мы делились своим свидетельством, своим опытом, что мы пережили лично. А наше свидетельство, оно зависит и полагается на Духа Святого для того, чтобы убедить людей, что им нужно поменять свою жизнь. Потому что просто красивыми словами, это невозможно. Можно заинтересовать человека на какое-то время. Но если он не соприкоснется с Духом, если Дух он не будет, если он закроется, если Дух не будет его обличать, ничего не произойдет, вы понимаете? Не будет того покаяния. Вы согласны со мной? Что-нибудь скажите. Спасибо. Я бы хотел закончить сегодняшнюю проповедь такой историей. И я тоже ее прочитал. И эта история была, знаете, была большая-большая конференция евангелистов. И, знаете, сейчас вообще такие у нас тоже перемены происходят. То есть, когда я вам на прошлом собрании рассказывал, когда мы были в Москве, и я вам говорил, что была ночь хвалы,
И она была на лучшей концертной площадке в городе Москва. То есть на стадионе, который был битком забит, полный. И вы понимаете, что просто так такие вещи они не делаются. То есть это только с разрешения властей. Чтобы тебя пустили на концертную площадку, на одну из лучших концертных площадок в стране, это не так просто. То есть что-то происходит. И я вам скажу больше. Вот знаете, мы когда ездили, были на большая пасторская встреча называлась в Хабаровске. И первый раз, я вообще первый раз был, вот знаете, я был до этого на каких-то конференциях, там, семинарах по каким-то другим делам, там, по бизнесу, еще почему-то. Но здесь вот собрались верующие пастора со всего Дальнего Востока. И, Хабаровск, да, но это была, наверное, может быть, не лучшая гостиница, но это было за городом, это было достойно. Это было круто. То есть там свой бассейн, свой спортивный зал, полноценная гостиница. И мы никуда ходить не надо, просто поднялись наверх, сели в конференц-зале, то есть который больше даже, чем наш зал. И тут же потом пошли пообедали в ресторан, где там для нас специально готовили на всех. То есть, максимально эффективно время. Да, вот вообще, кто был на каких-то конференциях или на каких-то таком... Здесь то же самое. Одна из лучших гостиниц и очень большая гостиница. То есть понятно, что помимо, как мы были, вот, например, на Пасторской, помимо нас было там 100 человек, там 90, почти 100, может быть, там с организаторами чуть больше. Все остальное, гостиница там, например, она может быть там 1000 мест. Все остальные постояльцы — это неверующие люди. И вот приехали евангелисты, там были сестры. Они вот были на этой, конференция уже к концу подходила, и, то есть они такие все вдохновленные тем, что они получили по поводу евангелизации. И они пошли, там джакузи было в гостинице, то есть, женское там или это. То есть они сели, сидят в ванне, на расслабоне, пузырики везде, и там что-то обсуждают. И заходят две молодые девушки, которые, не на конференции, и они рядом по соседству в ванну тоже к ним залезли, и такие возбужденные, что-то обсуждают, и одна другой тоже говорит: я вот ездила в прошлом году на какие-то духовные курсы в Индию, и вот там начинает, знаете, вот у нас, в принципе, тоже популярная тема, по-моему, в стране, сейчас что только не популярно, то есть приобщиться к духовному, то есть это, я так понимаю, относилось к кришнаитам, вот к этим, духовные практики какие-то, и она так увлечена, и там все это рассказывает и рассказывает, и потом вот эта женщина, она говорит: вот раньше бы, вот у меня сразу такое побуждение было сказать ей: да ты о чем вообще говоришь, дурочка маленькая, ты же ничего еще не понимаешь, ты не знаешь, я тебе сейчас все расскажу. Но в тот момент, и потом у нее начинало свидетельство, говорит: это то, как я обычно делала. Но здесь я прямо почувствовал, что мне нужно просто прикусить язык и помолчать. И я как-то что-то спрашивала у этой девушки, то есть они рядом сидят, то есть это джакузи, оно небольшое, она что-то рассказывает, и она говорит: я, одно спросила, другое, и как-то мы ушли куда-то в детство, и она потом как-то рассказала, что на самом деле у нее был очень травматичный период именно в школе. То есть ее постоянно все травили, для нее это было как на войну. В общем, ходить, она говорит: я кое-как вообще закончила школу, ее прошла, и каждый раз вспоминаю все это с содроганием. И вот, собственно, ее поиск вот всех этих духовных практик, он начался вот именно после этого. Она пыталась избавиться вот от этой боли, от того, что она чувствовала себя неполноценной и так далее, и так далее, и так далее. И она говорила, что у нее такие слова были, у этой девушки, что говорит: я уже думала, что я вообще никогда уже нормальным человеком не стану. И мне всю жизнь придется сидеть на какой-то терапии, там, психотерапии, чтобы хоть как-то там, то есть настолько все было плохо. И тогда вот эта вот, женщина, которая была на этой евангелистской конференции, она говорит: я задала такой вопрос: слушай, наверное, тяжело вообще тебе вот было, или даже невозможно поверить в то, что может наступить такое время, когда ты сможешь жить вообще безо всякой боли, что ты даже вспоминать это не будешь, ты получишь полное освобождение. Часто вообще веришь, что такое возможно?
И, знаете, тогда вот это, говорит, у нее такая пауза, она так замолчала, там слезы покатились у нее, она говорит, что да я, говорит, до сих пор желаю, чтобы родиться снова, вернуть все вспять и начать все заново. И вот эта вот фраза «родиться снова». И она говорит, вы понимаете, что там дальше было, да? Родиться снова, Она говорит, я бы хотела родиться заново. Просто вообще вычеркнуть все это, родиться заново, начать все сначала. Ну, и она спросила, ты действительно хочешь родиться заново? Угу. Ну и вы понимаете, да, то есть это был такой как бы путь, ворота, да, для того, чтобы поделиться своей верой. Что означает на самом деле родиться заново? Но я верю, что вот эти слова, как вообще, насколько это возможно, что человек может сказать, я хочу родиться заново, да? Я думаю, что Бог, Он Дух, вот это была Его часть. Но здесь смотрите, что она делала, да, она делилась своим, и мы так часто говорим, насколько важно уметь слушать людей. Потому что часто мы вроде бы идем свидетельствовать, и мы говорим. И уже это свидетельство, оно уже вот здесь у всех там, как бы, да. Если тебя не спрашивают, ну, то есть я к чему? Я призываю к тому, что нужно быть чутким. Позволяйте Духу делать свою работу и быть чутким. И мы идем не для того, чтобы самоутверждаться и самовыговариваться, но для того, чтобы другие могли выговориться и чтобы другие могли покаяться. Аминь. Только Дух Святой мог вложить вот эти слова в уста вот этой молодой девушки. Я хотела бы родиться снова. Я бы хотела родиться заново. Итак, мы верим в Духа Святого, который дает силу и который делает нас эффективными свидетелями. И без Него церковь – это просто какая-то очередная организация. Просто хочу еще раз заострить внимание. Иисус мог бы сказать, ребят, я все вам дал, всему вас научил, дал великое поручение, идите, научите все народы и крестите. И давайте, все, стартанули. Но Он сказал, сидите и ждите в Иерусалиме. Важно иметь Духа Святого. Потому что на эмоциях ты вот как бы можешь почитать, мозгом все понять и идти и завоевывать этот мир для людей. И бульдозером всех закатать. Все вы покаетесь. Но Бог не к этому нас призывает. Да? Мы должны руководствоваться Духом. Есть Его часть, есть наша часть. И никогда не забывать, что церковь – это место, где мы должны слушать Духа Святого. И еще раз, когда я говорю про церковь, мы всегда должны также, то же самое в личной жизни. Аминь. И плоды. То есть вот основание вообще всего. Еще раз, мы сегодня, когда молились, я говорил, потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. Насколько это важно вообще, вот это основание. Потому что если ты грызешься со всеми, ну, значит, ты огорчаешь Духа Святого. А если ты его огорчаешь, значит, он как-то огорчается и не говорит с тобой. Или, может быть, он говорит, но ты в таком состоянии, что ты не можешь его слышать. Аминь. Поэтому давайте бодрствовать, давайте молиться. И я верю, что Бог, Он что-то делает, что Он ведет, и мы закладываем какое-то основание. У нас есть уже это основание, у нас есть вот эта любовь, есть свобода, есть много чего, нам уже надо начинать что-то делать. Дальше. Но, знаете, я лучше подожду еще чуть-чуть, чтобы не нарушить вот этого всего, чем будем делать много-много всего, и в процессе отряд не заметил потери бойца. Да? Многие могут пострадать. Не, нам такого не надо. Аминь. Давайте мы поднимемся. Отец Небесный, Господи, давайте мы помолимся. Если ты знаешь, о чем молиться, может быть, Бог тебя побуждает, помолись об этом. Если не знаешь, можно со мной соединиться в молитве. Господь, я прошу Тебя,
Пусть всякое слово, которое было произнесено от Тебя, всякая мысль, она принесет какой-то плод в жизнь церкви, в жизни людей. А всякое слово, которое было не от Тебя, человеческое, Господи, пусть упадет, умрет, не будет никакого плода, пусть будет просто забыто. Я прошу Тебя, Господи, о том, чтобы все было понято правильно, и чтобы жизнь и людей, и чтобы жизнь церкви, она менялась к лучшему. Во имя Иисуса. Господи, касайся, говори нам. Мы не хотим жить без Духа. Мы хотим руководствоваться Твоим Духом, мы хотим следовать за Тобой. Мы хотим иметь Тебя как руководителя, потому что Ты глава церкви. И мы воздаем Тебе всю честь и хвалу, и мы славим Тебя. Аллилуйя. И весь народ сказал? Аминь. Аминь. Мы не сыграем больше? Давайте мы еще... Нет, мы как раз, пока музыканты выходят, у нас есть еще немаловажная часть служения. Это десятины и пожертвования. И я, наверное, ничего такого говорить сейчас про это не буду. Все вы знаете, кто не знает, церковь существует на пожертвование, которое мы сами даем. И мы же сами потом распределяем и тратим, и платим за электричество, за инструменты и так далее, и так далее, и так далее. Пусть Господь, Он благословит каждого, кто дает. Давайте мы будем давать. Также в электронном виде можно это дело делать. Поэтому пусть Господи благословит вас. Давайте будем давать и совершать также эту часть. И после этого давайте еще Господа прославим. Хорошо? Напои меня живою водой, удали жажду мою. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды Твои. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды Твои. Меня живою водой утоли жажду мою. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды Твои. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды Твои. Живою водой утоли жажду мою. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды Твои. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды Твои. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. 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 Ты источник жизни моей, у Тебя живая вода, океан Божьей любви с избытком. Наполни меня, океан Божьей любви с избытком. Наполни меня. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала.
святому Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. Аллилуйя, воздайте всю славу Господу. Мы благодарим Тебя, наш Бог. Аллилуйя. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в Тебе моя надежда, с Тобой я все смогу пройти. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в Тебе моя надежда, с Тобой я все смогу пройти. Пройду печали, страх, сомнения, все, что мне встретится в пути. Иисус, в Тебе моя надежда, с Тобой я все смогу пройти. Не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай, не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в Тебе моя надежда, с Тобой я все смогу пройти. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в Тебе моя надежда, с Тобой я все смогу пройти. Пройду печали, страх, сомнения, все, что мне встретится в пути. Иисус, в Тебе моя надежда, с Тобой я все смогу пройти. Не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай, не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай. Не забывай. Аллилуйя, Господь. Все, у нас на этом наше собрание закончено. С миром Божьим по домам. Пусть Господь благословит вас на эту предстоящую неделю. Сейчас мы спускаемся вниз покушать, кто хочет, пообщаться. Можно здесь также остаться, пообщаться в зале. Все.